Первым делом Владислав Хавалык зашел в Дом культуры в селе Хемчик, где идет капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура». Ремонт начался 17 февраля. В ходе проверки выявлены некоторые недочеты в помещении зрительного зала, которые в ближайшее время должны быть устранены. Общий бюджет капремонта Дома культуры почти 11 миллионов рублей. На эти денежные средства обновят книжный фонд и купят оборудование для зала. А по поводу оборудования, значит, сценическая одежда, усилительная аппаратура, световое оборудование, театральные кресла в зрительном зале тоже за счет этого финансирования. Ну вот мы сейчас намерены завершить, и где-то в начале 10 числа октября мы уже, наверное, официально откроем данный клуб. Со слов подрядчика осталось выполнить чистовые работы. Это покраска, побелка и мелкая столярная работа. Ряд поручений, данных в РИО главы Тувы в предыдущую поездку, выполнен. Так, в котельную Дома культуры установлены 2 новых котла, которые гарантируют тепло и комфорт даже в лютые морозы. Работы идут к завершению. По плану срок сдачи объекта – середина октября. Важно также и обустроить, и облагородить территорию. В ходе проверки к РИО главы Тувы обратился за помощью индивидуальный предприниматель Аяс Хертек, который изготавливает брусчатку. Дело в том, что в здании гаража, где они работают, течет крыша. Гараж старый, построен около полувека назад. На капитальный ремонт своими силами средств не хватает. Обещал, что вот помогу, ребята, вы хорошо работаете, хорошо показываете, результаты есть, и проблемы у меня. Так-то мы работаем сами. Помощь и поддержка предпринимателю будет оказана. Следующий объект – детский сад села Телли, в котором тоже обнаружились минусы. Это сквозные двери, которых в здании целых 4. Причем запасные входы не имеют тамбура, и зимой в садике будет холодно. Владислав Хавалык поручил подрядчику утеплить запасные входы, чтобы зимой детям не было холодно. Там мелкое замечание, вот, ну, там, где надо покрасить, где надо постелить что-то, по крыше, по кровле, там, по проекту там изменения сделаем, надо доделаем, наверное, в скором времени, за неделю сделаем, наверное, все. Нет, по нашей смете почти все, как бы, а тут, видите, они сказали, да, озеленения нет там по смете. После этого, как бы, они заключение Роспотребнадзора дают. Детский сад построен в рамках проекта «Демография». Он рассчитан на 30 мест. Дополнительно также нужно провести работы на территории дошкольного учреждения. Да, я согласна вот с замечаниями в РИО главы товарища Таича, чтобы здесь было резиновое покрытие для площадки игровой. Таким образом, субподрядчику необходимо дополнительно достроить тамбуры у запасных входов, благоустроить территорию, и завершить все это необходимо в этом учебном году. Инна Клаян, Буян Аюн, Ангар Оржак, Тува 24, Байтагинский, Кажун.